Навигация – самый напряженный период в работе Ленского отделения управления материально-технического снабжения. Каждый день сотрудники предприятия перерабатывают огромное количество груза, ведут контроль и учет приходящих материалов, а затем готовят его к отправке на комбинаты компании. Сергей Евсюков побывал на одном из комплексов Ленского УМТС и воочию убедился в масштабах работы. Центральная база, склады спецодежды. Растарка контейнеров здесь занятие ежедневное. Комплексная бригада готовит спецовку для дальнейшей отправки на север. Женщины ведут учет, мужчины складируют. Снабжаем весь север. Спецодежды, спецобувью, средства защиты, вспомогательные материалы. Комбикорма у нас еще идут, фураж. Все это находится в нашем подотчете. Товар, который остается на хранении в Ленске, подлежит кропотливой сортировке. К счастью, спецовка материал не хрупкий, а вот со стеклом действительно приходится повозиться. Как бы плотно не был упакован товар, при погрузке и разгрузке все равно возникает бой. Поэтому рабочие вынуждены перебирать каждый ящик. Битое в сторону, потом оно пойдет на более мелкие детали, а целые листы снова в тару для дальнейшей отправки. Приходится разбирать ящики, вытаскивать битое стекло, шифровать. Вот это все отдельно ставим битое, потом делаем в ящики, туда затариваем целые листья. В местах, где работают автокраны, верховодит мастер погрузочно-разгрузочных работ. Его дело – организовать оптимальную и безопасную работу. Расстановка людей, расстановка техники и соблюдением правил техники безопасности. Это основная задача мастера погрузочно-разгрузочных работ. В основном работники, они со стажем работают, опытные, поэтому все работаем дружно. Ну а работоспособность техники – забота сотрудников базы механизации. Ее на балансе предприятия более 100 единиц различного назначения. От грузоподъемной до дорожно-строительной и пассажирской. Так что заботу снабженцев в навигацию хватает. Ведь кроме этого комплекса у управления еще несколько других специализированных баз. Склады ВВ, металлобаза, цементный. И на все территории ежедневно поступает груз, который необходимо своевременно складировать, сортировать и затем отправить на комбинаты Алроса.